И снова здравствуйте! В эфире Вестник Харасхал, а это значит, что в ближайшее время только интересная и полезная информация. Сегодня мы поговорим о дополнительном инклюзивном образовании в Якутии. Как известно, творчество безгранично, и именно оно дает силы, преображает и дарит радость особенным детям и их родителям. И начнем мы нашу тему дополнительного инклюзивного образования с керамической студии Кюнчен детского центра «Солнечный мир». Керамическая мастерская Кюнчен – это уникальный мир, где дети могут не только общаться со своими сверстниками, но и совместно получать определенные умения и навыки практической деятельности, обрести уверенность в своих силах и развить самостоятельность. Благодаря поддержке благотворительного фонда Харасхал, Управления молодежи, семейной политики и физической культуры окружной администрации города Якутска стало возможным осуществление данного проекта, целью которого является создание условий для занятий в керамической мастерской детей с ограниченными возможностями. В керамической мастерской уже занимаются более 60 детей. В уютной и оборудованной комнате дети обучаются ремеслу лепки на глине. Для детей такие занятия приносят не только радость, но и выполняют терапевтическую функцию, способствуют развитию мелкой моторики, продуктивной деятельности, внимания, памяти, мышления, речи и творческого воображения. Наконец-то открыли такую замечательную мастерскую, купили муфельную печь, можно даже сказать, подарили гончарный станок. Материала у нас много. Перевезли из Москвы. И еще есть специальные у нас краски для керамики. Занимаются группами. В одной группе занимается по 8 детей. Приглашаем всех в нашу творческую студию. Керамика – это не только творчество, но и развивает мелкую моторику и творческое мышление детей. Что больше всего на свете любят наши дети? Мороженое, пирожные, ну и, конечно же, мультики. Смотреть мультфильмы хорошо, а сделать свой собственный мультфильм еще лучше. И ребята из мультипликационной студии «Чудеса кино» знают в этом толк. Одним из уникальных проектов благотворительного фонда Харасхал является медиаанимационная студия «Чудеса кино», в которой детям помогают освоить искусство анимации и создавать мультфильмы по собственным сценариям и рисункам. Главная особенность проекта – инклюзивность, то есть направленность на социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями. У нас классическая анимация, перекладная. Детям очень нравится, они очень воодушевленно в этот процесс входят. Очень простая технология, которая не обременяет всякими программными заморочками. Да? А так как у меня ребенок творческий, любит рисовать, мы второй год занимаемся. Очень положительные эмоции, и мне нравится самой даже на эти занятия. Я купила ей аппаратуру специальные, потому что родители должны как-то поощрять, если ребенку нравится. Мне кажется, каждый родитель должен поощрять начинания своих детей и вникать в их творчество и помогать им. Как на тоненький ледок, выпал беленький снежок, выпал беленький снежок, небо Ванюшка дружок. Расскажи, пожалуйста, что ты сейчас делаешь? Анимирую. Что такое анимировать? Делать мультики. Хочется отметить, что в России было всего 5 подобных студий. «Чудеса кино» стало 6-й. Оборудование студии позволяет делать анимационные картины в самых разных жанрах – кукольные и пластилиновые, и даже с помощью песка. Мы даже ездили в Улусы, да? И в течение полтора часа детей показывали, как делать анимацию. И на исходнике мы уже делали сказку «Лепка». Именно анимация уже в готовом экземпляре и показывали самим детям.
А родители, конечно, вообще в шоке, потому что они никак не могут представить, что за 1,5 часа можно сделать какой-то маломальский мультфильм. Ну вот перекладная анимация плюс компьютерные технологии позволяет добиваться максимального результата. У мультипликационной студии также есть свой собственный республиканский фестиваль мультипликации с аналогичным названием студии «Чудеса кино», который планируется проводить ежегодно. В этом году состоялся первый опыт проведения такого фестиваля, и он показал хорошие результаты. На участие в фестивале поступило более 50 заявок со всей Якутии. Итогом стало торжественное награждение молодых талантов. Если вы любите мультики, хорошо рисуете и мечтаете воплотить свои фантазии, милости просим в мультипликационную студию «Чудеса кино». Записаться можно по телефонам 40 20 68, 40 20 69. Инклюзивный театр – театр без границ. Он является уникальным, новаторским и экспериментальным. И именно о таком детском театре пойдет речь в нашем следующем сюжете. Инклюзивная театральная студия «Маленький принц» работает с ноября 2012 года. Занятия с группой проводятся 3 раза в неделю. Общее количество обучающихся в студии не более 15 человек. Помимо актерского мастерства, с детьми проводят занятия по вокалу, психологии, также ведется работа в творческой лаборатории. Руководитель студии Ольга Захарова. Театр дает возможность детям окунуться в необычный и волшебный мир, в мир, где каждый ребенок раскрывает свои таланты. Развитие творческого потенциала детей во многом содействует активное включение родителей в совместную деятельность. Поэтому важно, что в постановке спектакля участвуют как дети, так и родители, что дает возможность сформировать новый уровень взаимоотношений между ними. Настроение у детей очень хорошее во время занятий, все очень дружны, очень переживают, когда кто-то не приходит, спрашивают, почему не приходит, что с ним. Очень дружны, очень приветливы. Между собой они общаются вообще свободно, легко. Они не смотрят то, что ребенок с инвалидностью, нет, они уже привыкли. Для меня как бы с детьми работать, это, знаете, такое хорошее чувство. Это, скорее всего, если там дети с инвалидностью и дети без инвалидности, у меня как бы разницы такой, особенной такой нету, да, как бы для себя я никогда таких границ не делаю. Нам всегда детей не хватает, мы приглашаем всех сначала, наверное, в качестве зрителей, а потом, если им понравится, они могут приходить к нам, тоже с нами заниматься вместе с детьми. Это, я думаю, это очень такое хорошее начинание для них будет. Уникальность театра не только в инклюзивности, но и в том, что наравне с детьми занимаются родители особенных детей. И как они признаются, им это по душе. Они смогли раскрыть в себе новые черты и даже по-новому узнать своего ребенка. Мы вместе ходим в театральную студию, и танцы у нас, как правило, тоже дуэтом поставлены. И какие-то роли в спектаклях часто бывает так, что они у нас партнерские. То есть в той же «Маленькой ведьме» я была мамой эльфом, она была дочкой эльфом, и мы в диалоге с ней были весь спектакль. Я хожу сюда в театр вместе с дочкой. У нас заболевание целиакия, поэтому как-то, чтобы начать ее
более социализировать, что ли, я ее привела в театр, как только у нас открылся, тем более у нас. Ей сперва очень понравилось то, что она говорила, сказала, я могу быть здесь, быть естественной. Не так в школе там требуют, чтобы я там была серьезной или там еще какой-то. А здесь она говорит, я могу быть естественной. Я могу здесь играть с девочками, бегать в перерывы, как-то общаться. Она стала более открытой. Она даже и не представляли, что она может на сцене что-то играть. А мы уже, вот получается, 3 спектакля, по-моему, уже поставили. Никогда не думала, я всегда была такой классическим учителем, преподавателем, а тут пришлось вместе с дочкой выйти на сцену. Я даже не ожидала, когда предложили, но тут участников мало, не хватало ролей. Предложили, вы, может, будете играть? Я говорю, а почему я буду зря терять время? Я прихожу, сижу в сторонке, целый час отсиживаю, а я вот буду, может, не теряя, хотя бы репетировать вместе с ней, вместе проводить. И мы даже с ней как-то сблизились. Поэтому даже у нас общее обсуждение, вот это вот было спектаклей героев, поэтому мы даже с ней очень сблизились благодаря театру тоже. Как мы уже говорили, в «Маленьком принце» занимаются актерским мастерством, вокалом, танцами, а также проводят мастер-классы и встречи с приезжими гостями-театралами. Сейчас маленькие актеры готовят новую постановку произведения Антуана Экзюпери «Маленький принц», премьера которой назначена уже на декабрь. Заниматься в театральной студии «Маленький принц» может каждый желающий. Все, что вам нужно, это позвонить в благотворительный фонд по телефонам 40 20 68 40 20 69 и связаться с руководителем студии. На этом наш очередной выпуск подошел к концу. Увидимся с вами на следующей неделе. До свидания. Стань частью большой семьи благотворительного фонда Харысхал. Заполни анкету на сайте fondharyskhal.ru или по адресу город Якутск, улица Пушкина, 31, кабинет номер 7. И вы всегда будете в курсе всех тренингов, семинаров и проектов Харысхала. Сможете получать бесплатные консультации юриста, психолога и других специалистов. А на Новый год вас ждет подарок от благотворительного фонда Харысхал. Все подробности по телефонам 40 20 68 40 20 69. Объявляем о проведении первой благотворительной ярмарки добра «Краски жизни», которая состоится 20 и 21 декабря. Ведется прием заявок на участие от некоммерческих и коммерческих организаций и частных лиц. На ярмарке можно будет приобрести необычные подарки к Новому году, сделанные детскими руками. В рамках ярмарки пройдут различные мастер-классы по изготовлению подарочных подделок. Заявки принимаются до 1 декабря. Подробности на сайте добросаха.ру и по телефонам 40 20 68 40 20 69.